В эфире новости экономики на Якутия-24. В студии Нургуяна Иванова. И в ближайшие минуты я расскажу об экономических событиях в республике и стране. Президент России Владимир Путин подписал новый майский указ. Согласно документу, Путин поручил правительству увеличить продолжительность жизни россиян до 78 лет, а к 2030 году до 80 лет. Снизить уровень бедности в 2 раза, ежегодно улучшать жилищные условия 5 миллионов семей. Также по указу Россия должна войти в число 5 крупнейших экономик мира. Правительство должно достичь экспорта продукции машиностроения в 50 миллиардов долларов в год, а продукции агропромышленного комплекса в 45 миллиардов. Одним из пунктов указа является создание сети национальных медицинских исследовательских центров. Помимо этого, президент поручил ликвидировать несанкционированные свалки, которые обнаружили в границах городов к 1 января этого года, и создать не меньше 24 новых охраняемых природных территорий. Кроме того, Владимир Путин поручил к 2025 году довести долю гражданской продукции до 30% от общего объема производства оборонно-промышленного комплекса, а к 2030 до 50%. Российский ОПК станет ядром развития отечественной экономики. Это даст новый стимул развитию отечественного производства, поможет сохранить трудовые коллективы и повысить их компетенцию. Современные технологии, разрабатываемые сегодня российскими предприятиями, должны служить людям и повышению их качества жизни, считает президент Владимир Путин. На фоне принятия стратегии по развитию общей цифровизации экономики Якутии в адрес регионального министерства экономики уже поступило 11 проектов. Они направлены на создание экосистемы цифровой экономики, в которой данные являются ключевым фактором управления. По предварительным данным, стоимость проектов оценивается в 890 миллионов рублей. Об этом стало известно на брифинге министра экономики Якутии Дениса Белозерова. Он также добавил, что изменения и инновации в рамках реализации стратегии коснутся и таких отраслей, как муниципальные и государственные услуги, здравоохранение, образование, ЖКХ. Предварительно данные проекты были оценены в общую сумму 890 миллионов рублей. Их реализация рассчитана на 5 лет. Сейчас они находятся на рассмотрении и доработке, уточнил министр. Минфин ожидает, что объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, в мае составит 320,6 миллиардов рублей. Кроме того, ведомство намерено с 10 мая по 6 июня покупать на внутреннем рынке валюту на 16,1 миллиардов рублей в день. Суммарно направить на эти цели 322,8 миллиардов рублей. Так Минфин увеличит покупки валюты по сравнению с плановыми ежедневными операциями в 11,5 миллиардов рублей. Ситуация вокруг компании «ЕТЭК», дочки группы компаний «Сумма», находится под полным контролем руководства Якутии. Об этом в передаче «Актуальное интервью» сообщил руководитель республики Егор Борисов. Мы видим определенные риски. Если вдруг события будут развиваться не по тому сценарию или не по тому направлению, то нам придется принимать какие-то превентивные или конкретные меры. На данный момент компания работает в том же режиме, что и раньше, занимается добычей и производством. Ведется накопление газоконденсата для доставки в северные районы Якутии в период навигации. Что касается завоза, то завоз грузов в населенные пункты Якутии автозимними перевозками практически завершен. Плановый объем жизнеобеспечивающих грузов по автозимникам в этом году перевыполнили на 37 тысяч тонн. При запланированном объеме в 644 тысячи тонн по факту доставлено 681 тысяча тонн грузов. Надо отметить, что период автозимника этого года был немногим лучше автозимника прошлого года, потому что Колымо-Индигирская и Устьянская группа районов также имела очень высокое количество снежных осадков. Но тем не менее мы в этом году автозимники имели на 3 недели дольше прошлого года, и это позволило фактически обеспечить стопроцентную доставку завоза всех видов грузов. За первые 3 месяца в Якутии трудоустроились почти 4,5 тысячи человек. Из них на постоянное место работы почти 3 тысячи. Такие показатели озвучили в Госкомзанятости Якутии. Вместе с тем, официальной статистикой за данный период зарегистрировано сокращение численности безработных на 1,6%.
Напомню, что по поручению руководителя региона Егора Борисова профильный орган разработал новые, более эффективные механизмы по повышению занятости и борьбы с безработицей. Так, к приоритетному республиканскому проекту «Местные кадры в промышленность» присоединилось еще 10 компаний-недропользователей. 138 новых объектов было построено в Южной Якутии с 2010 года по 2017 год. В восточной группе районов 94 объекта. 244 капитальных объекта было введено в арктических и северных районах Якутии. В западной группе построено 70 объектов. В Вилюйской группе 244 объекта. 316 объектов в центральной Якутии. В заречной группе районов 336 объектов. В целом в республике за 7 лет введено 1442 капитальных объекта. Это 86 школ, 156 детских садов, 69 объектов здравоохранения, 148 объектов культуры и спорта, 323 котельных. Всего более 18 тысяч зданий и сооружений. Еще 84 новых капитальных объекта планируется ввести уже в этом году. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.